Ингушский и арабский языки, литература, адаты, основа национальной кухни, ораторское искусство. Интересный кейс предлагают в школе личностного развития и дополнительного образования. Она была открыта на базе Национального детского театра. Чуть больше месяца назад, благодаря содействию Михаила Гуцериева и его благотворительного фонда «Возрождение». Диана Дударова посетила занятия. Считаем, где у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай дальше бросай. Интересно, доступно и полезно. У Марьям Цароевой нарушение звукопроизношения. Около месяца девочка работает над коррекцией звука в школе личностного развития и доп. Образования. Занятия с логопедом проходят в игровой форме, поэтому они ей только в радость. Очень прикольные уроки проходят в интересном режиме. Очень интересно. У меня нет даже слов, что сказать. Здесь просто прекрасно. Школа личностного развития и дополнительного образования заработала около 2 месяцев назад на базе Национального детского театра. Образовательный проект направлен на развитие успешной личности, рассчитан для детей от 6 до 14 лет. Открытие школы стало возможным благодаря поддержке мецената Михаила Гуцериева. Его благотворительный фонд «Возрождение» помог отремонтировать помещение около 300 квадратных метров, выделил средства на закупку оборудования, полного оснащения кабинетов компьютерами, проекторами, экранами. Мы обратились за помощью к замечательному человеку. Я буду всячески об этом говорить, и об этом нужно говорить для тех людей, которые помогают этой республике. Не просто помогают, они ее, в принципе, поднимают, эту республику. Михаил Савельевич Гуцериев. Мы смогли очень много того, о чем мечтали, приобрести, купить оборудование и так далее, купить. Приобрести. Мы еще много чего впереди в будущем должны сделать, но уже за этот маленький промежуток времени сделаны огромные усилия благодаря этой помощи. 3 раза в неделю по 3 предмета по 40 минут. Изначально основной уклон авторы проекта сделали на изучение ингушской культуры. Детей обучают родному языку, литературе, адатам, есть уроки национальной кухни. Тщательно подошли к формированию преподавательского состава. Среди них доктора и кандидаты наук. Также в школе есть уроки арабского языка. Это буква «Б». Если она будет в начале слова, она будет выглядеть таким образом. Вот так. Если мы будем писать слово «бинт», девочка, «бинтун», мы будем писать ее вот таким образом. «Бинтун». В каждом кабинете есть все условия для полноценного развития детей. Занятия с логопедом в школе личностного роста проходят несколько раз в неделю. Специалист работает над различными дефектами речи – дислалия, дислексия, общим недоразвитием речи, задержкой речевого развития. Развиваем лексико-грамматический строй речи, фонематическое восприятие речи, дикцию, развиваем речь. Я хотела поблагодарить Михаила Сафарбековича Гуцериева за помощь, оказанную нашему центру. В нашем центре всесторонне развивают детей, преподаются и ораторское мастерство, и сценическая речь, логопедия, психология. Мы всесторонне развиваем ребенка, и огромная благодарность за помощь в открытии этого прекрасного центра. А уже в соседнем помещении воспитанники школы развивают сценическую речь, движение, ораторское мастерство. Уроки проходят с выпускником ГИТИСа Ибрагимом Цураевым. Начали. Раз, два, три, 4, 5. Вдох, 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 вдох. Давай, работай. Благодаря программе у детей развивают надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи. Школа рассчитана на 300 человек. Количество желающих обучаться с каждым днем растет. На данный момент обучение проходит 56 детей. Среди них как подростки, так и совсем юные воспитанники, желающие развивать свою личность. Школа заработала относительно недавно, но методика обучения была сформирована давно. Ибрагим Цураев совместно со своей командой разработали образовательные программы, которые впоследствии были утверждены в Минобре Ингушетии. Но средств на открытие самого учреждения не было, пока об их планах не узнал Михаил Сафарбекович. И сегодня, благодаря его поддержке, в школе могут развиваться даже дети с ограниченными возможностями здоровья. Проводим нейротренинги для того, чтобы дети научились управлять собой. Первое. Второе. У нас очень много детишек сейчас уже записываются с
сложными заболеваниями, с задержками развития речи и задержками психоразвития. Мы с ними работаем, очень большие, хорошие успехи мы сейчас ведем. Ну и это не все. Меценат Михаил Гуцериев оказал содействие в развитии театрального дела. Теперь репетиции Национального детского театра проходят в обновленном помещении. Понимаете? Ну зачем? Не такой же он был молодой, совсем некрасивый. Все время пел и какие-то песенки тихонечко, рассказывал истории. А по вечерам я слышал, как они танцевали в соседней комнате вдвоем. Свет, звук, картина – теперь все как в настоящих профессиональных театрах. Для театра юного актера было закуплено дорогостоящее оборудование, которого так долго не хватало. Это компьютерная техника, мебель, кинопроектор. Также полностью обновили сцену и световое оборудование. Микшерный пульт – это большой световой пульт, соответственно, дым-машину и так далее, очень много чего. Также большой кинопроектор, благодаря этому мы можем трансформировать нашу сцену театральную в киноэкран, киносцену, и, соответственно, уже мы зарегистрировались как кинотеатр, мы официально участники Пушкинской программы «Пушкинская карта». В среднем нам нужно было бы работать, наверное, 2,5-3 года, чтобы купить хотя бы там, я не знаю, световой пульт или микшерный пульт. То есть это весомая помощь. И работать теперь стало в радость. Делятся дети. Новые условия мотивируют, а сценические постановки заиграли новыми красками. В общем, молодые актеры в восторге. На самом деле, с такой сценой, с таким оборудованием очень удобно и классно работать. Ты можешь находиться в комфорте, потому что все у тебя оборудование уже есть, все фоны, все звуки, нравится. Здесь красиво, да, здесь очень круто бывает. Здесь можно порепетировать, посидеть с друзьями, поболтать. Здесь есть чем заняться. Актерское направление мне нравится из-за того, что в нем ты выступаешь перед публикой и получаешь больше оваций и больше репутации. Михаил Гуцериев в последние годы реализует различные проекты в регионе, в частности, направленные на развитие культуры, образования. Особую благодарность меценату выражают родители, для которых важно занять своих детей, привить нужные ценности и дать правильный ориентир в жизни. Очень интересные предметы здесь. Я привела девочку, очень осталась довольна. Хотела поблагодарить Гуцериева, который поддержал и помог этой школе дальше развиваться. Есть образование нации, это уже половина дела. Умный человек всегда будет везде, глупый он будет внизу. То есть за это, естественно, благодарность, то, что развивает детей, не только детей, и взрослых тоже. Поэтому спасибо Михаилу. На сентябрь школа личностного развития и доп. Образования готовит новое расписание, чтобы дети могли приходить в удобное для них время. Также откроется кабинет для детей, которые в силу ограничений здоровья проходят обучение на дому. А по вечерам на занятия по сценической речи и ораторского мастерства смогут ходить и взрослые. Руководители школы отметили, что вклад в развитие детей сыграет важную роль в благополучии региона. За возможность развиваться благодарят и сами дети. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.